Мы все понимаем, что традиционные нравственные ценности не только основа культуры, это основа жизни, ценности жизни, гуманизма, когда человек, как образ Божий, его права, его достоинства находятся в центре жизни. В России ценностные ориентиры зафиксированы в поправках Конституции. Почти 2 года назад президент России утвердил основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Российские традиционные ценности характеризуются в качестве нравственных ориентиров, которые формируют мировоззрение граждан России, передаются от поколения к поколению, лежат в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны. Среди таких ценностей обозначены жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. В Кыргызстане также и общество, и лидеры страны обращаются к ценностям традиции и наследия предков, что также зафиксировано в соответствующих концепциях и программах, утвержденных президентом Кыргызстана. Мы видим, что ценности России и русского мира, те ценности, которые сегодня утверждает большая часть нашего общества и государства, не просто созвучны, по сути, и те же самые, что и ценности и традиции мира Кыргызстана. Поэтому и русский мир остается органичной частью жизни Кыргызстана. В сфере большой политики сейчас происходит мощный разворот стран Евразии к самоопределению, к пониманию своей значимости как раз на основе обращения к традиционным ценностям. Этот год – год столетия современной государственности Кыргызстана. Государственности, в основе которой дружба коренных народов Кыргызстана и России. Дружба, гармония, межнациональный мир и согласие – не просто терпимое и толерантное, но заинтересованное, уважительное отношение друг к другу. Это тоже ценности, которые нам важно сохранить в качестве культурного кода наших стран. Те, кто 30 лет поучал нас толерантности, полностью провалились. У них мир и война, у нас согласие и гармония. Россотрудничество активно поддерживает гуманитарные связи России и Кыргызстана. Это и поступление в вузы России. 700 мест выделяет правительство России для кыргызских студентов. Поддержка учителей, школ, передача учебников, поддержка творческого образования. Приглашаем всех вас в Русский дом, который находится здесь рядом. И завершающая впереди 2025 год. Год 80-летия Победы, когда наследники Манаса навсегда вошли в мировую историю как освободители и спасители мира от коричневой чумы. Все мы являемся потомками победителей. Вся история показывает, когда Россия и Кыргызстан вместе, мы вместе победители. Спасибо.